Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Более 100 семей получили ключи от новых квартир. Программа переселения продолжается в Алекминске. Развитие туризма и другие возможности заработать вне бюджета. В горно-геологическом техникуме Хандыги обсудили планы на 20 лет вперед. Такая лошадь нужна самому. В Ленском районе на праздновании Дня коневода-табунщика на аукционе впервые выставили жеребца. Глава Роспотребнадзора заявила о замедлении темпов снижения заболеваемости COVID-19. Однако это не значит, что следует торопиться со снятием ограничений. Об этом Анна Попова сообщила на брифинге. В России благодаря системно проводимым мероприятиям ситуация стабилизируется. Темпы снижения заболеваемости замедлились. Последние 3 недели наблюдается снижение не более чем на 1,5% от недели к неделе. При том, что в апреле это снижение составляло 12%, сказала она. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией фиксируется в регионах, где были приняты решения об отмене ограничений. Пригородные хозяйства Якутска готовятся к весеннему посеву. Этим летом хозяйство М планирует высадить картофеля и овощей на 140 гектарах в открытом грунте, а общая площадь теплиц составляет 2 гектара. Для выполнения планов понадобится около 500 тысяч единиц рассады овощей. Сорта имеют разные сроки созревания, поэтому работа ведется поэтапно. Сейчас уже высажены помидоры, перец и рассада клубники. Хозяйство М занимается выращиванием клубники уже 3-й год. Сорта разные. Среди них французский вид отличается нежным вкусом, а ягода бывает весом от 30 до 40 граммов. В прошлом году я получил полкило с куста. В этом году мы хотим получить от полкило до килограмма с куста. Всего высадим порядка около 30 тысяч кустов. Ну, посмотрим. Да, если полкило, это 15 тонн будет, да. По программе переселения до 2025 года в Алекминске должны расселить 112 домов. По этапу прошлого года сданы 2 дома, 116 семей получили ключи от квартир. Строительные работы продолжаются. Подробности в материале Елены Фаст. Кажется, совсем недавно справили новоселье жители 2 домов в микрорайоне ЗСМ города Алекминска. Радостные лица, новенькие квартиры. Сейчас новоселы постепенно обживаются. По этапу 2020 года у нас сдалось 2 дома. Всего получило 116 семей квартиры в данных 2 домах. Это по Карла Миллера 23/5 и Карла Миллера 23/1 строение В. Застройщиком у этих домов был ООО «Нордстрой». Тем временем программа переселения продолжает свою работу. В Алекминске идет строительство еще одного жилого дома. По проекту он будет исполнен в 5 этажах. Свайное поле рассчитано на 112 свай под 5-этажный дом, 3 подъезда. На сегодняшний день установлено 64 сваи. Пробурено под сваи 15. То есть получается где-то около 70 мы можем. Завтра, мы сваи поставим еще 15. И дальше продолжаем бурить. Думаем, что до 1 мая мы должны все свайное поле закончить. Это у нас идет строительство дома по этапу 2021 года. Застройщиком является «Дороги Алекмы». Это 72-квартирный жилой дом. Из них по программе переселения предусмотрено 57 квартир. Он будет в исполнении 5-этажный дом? Да, это будет 5-этажный дом. Первый этаж будут административные офисы, скорее всего, будут. Скоро закипит работа и еще на одном объекте – сдача дома в 2022 году. По этапу 2021 года идет 52-квартирный жилой дом по адресу Карла Миллера 39А. В этапе 2022 года у нас также у Нордстроя Карла Миллера 35Б. Сегодня мы готовы идти с опережением, отмечает Хачатур Суренович Аракелян. Именно в его домах уже заселены новоселы по этапу 2020 года. Сваи у нас уже стоят на 2 дома 54-квартирных. Буквально отсюда, если вниз ехать в сторону дачи, 2 дома. Материалы завезены, проекты госэкспертизу прошли, поэтому у нас в планах построить в этом году, запустить 1 дом и 2-й дом сделать в черновом варианте, который даже еще на сегодняшний день аукционе разыграны. Мы идем с опережением, город нам дает квадраты, квартиры.
Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Накыне фабрику остановили на плановый ремонт. Наладчикам и механикам необходимо проверить узлы и агрегаты, часть из которых требует замены. Подрядчик покрасит металлоконструкции антикоррозийной краской. Также планирует обновить конвейеры, по которым перемещается руда. Остановка оборудования позволяет провести обследование крупных емкостей, которые постоянно находятся в работе. Это не только сохранить, но и предупредить возможные поломки, износ преждевременный, это вот связано и с износом монтировочных элементов. Ну и, соответственно, техническое перевооружение, которое у нас проводится, тоже это демонтаж и монтажные работы. Они требуют, конечно, и проведения дополнительных мероприятий по безопасности, чтобы обеспечить необходимые условия для этих работ. Ну и, соответственно, остановка оборудования тоже необходима именно с точки зрения непрерывности технологического процесса. В Хандыге на стратегической сессии обсудили вопросы развития горно-геологического техникума в ближайшие 20 лет. Участниками встречи стали представители Института развития профобразования, Центра опережающей профподготовки, педагоги и школьники района. О планах техникума на будущие годы в сюжете Марии Винокуровой. На сессии участниками были определены направления развития техникума: непрерывное образование, профориентация, цифровая среда, студенчество, услуги и туризм. Команды поделились своими идеями, среди которых можно отметить сопровождение образования и воспитание детей от дошкольного возраста до студенчества, изучение горнопрофильных предметов в игровом формате. Большой интерес вызвала тема развития туризма на базе горно-геологического техникума. Это экстремальные пешие водные походы в горы с экскурсией по поселку Хандыга. Преподаватель спецдисциплин Дмитрий Соколов представил проект по направлению услуги. Он рассказал, как горно-геологический техникум поселка Хандыга может зарабатывать внебюджетные средства. Чтобы открыть бизнес, это очень тяжелое дело, нужно большие финансы на приобретение оборудования, помещений, ну и так далее. У техникума все это имеется. В принципе, можно это все оборудование использовать для привлечения финансов, оказывать услуги населению, разрабатывать короткие программы. Параллельно представителями Центра опережающей профподготовки проведена программа со студентами и школьниками, семинары, игры, профориентационные лекции, мастер-классы по верстке веб-страницы, созданию 3D-книг. Для родителей прошли лектории «Как помочь ребенку выбрать профессию». Мы хотим увидеть все-таки развитие горно-геологического техникума в разрезе развития горной промышленности. Также в разрезе развития района будет строиться к 2025 году суперкампус. И этот вопрос тоже рассматривается, какое место займет горно-геологический техникум в развитии всей системы среднепрофессионального образования. Сегодня горно-геологический техникум имеет большой потенциал для развития, а также возможности привлекать к сотрудничеству вузы и организации Дальнего Востока по самым разным вопросам и темам. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тамбонский район. Молодым людям до 35 лет могут разрешить учиться на бюджетных местах. Как выяснили «Известия», такой законопроект сегодня внесут в Госдуму. Автор документа, зампред Комитета по образованию и науке Максим Зайцев объясняет свою инициативу изменением законодательства, согласно которому возраст молодежи был увеличен до 35 лет. В случае принятия документа речь появится около 1 миллиона дополнительных бюджетных мест в вузах России. С учетом, что финансирование из госбюджета одного места составляет около 100 тысяч рублей в год, на обеспечение образования еще 1 миллиона студентов потребуется свыше 100 миллиардов. Более 8 тысяч человек написали тотальный диктант в Якутии на площадках Северо-Восточного федерального университета и в Доме дружбы народов. В акции приняли участие 855 человек. В образовательных организациях республики диктант написали 5100 человек. Из них в Якутске 402, в районах 4698. Также в библиотеках республики участие приняли 2151 человек. Напомню, акция «Тотальный диктант» состоялась 10 апреля. Его столицей выбрали Якутск. Текст диктанта написал российский писатель Дмитрий Глуховский.
Жители России смогут получить компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги в 2023 году по итогам 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального фитнес-сообщества. Напомним, президент России Владимир Путин в начале апреля подписал закон о вычете по налогу на доходы физлиц за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Как говорится в законе, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей. Максимальный размер вычета составит 15 600 рублей. Впервые компенсации за фитнес-услуги россияне смогут получить в 2023 году. В Ленском районе впервые выставили лошадь на аукционе. Торги прошли во время празднования Дня коневода-табунщика в селе Чамча. В этот день собрались наездники со всего района. На празднике побывали наши коллеги. Трехгодовалый жеребец Лаки проводит последние минутки с хозяином. Его гладят, причесывают, поправляют седло. Готовят к аукциону. Черный красавец якутской породы в селе Чамча есть только у коневода Федора Николаева. Такая лошадь нужна самому, мог бы сказать мужчина, но все же решил продавать. У меня есть сам жеребец, чтобы держать табун. И вот поэтому я решил выставить на аукцион, чтобы соседние хозяйства улучшили свою породу. Любители лошадей встретились в селе Чамча не только, чтобы купить жеребца, но и посоревноваться на своих верных скакунах. Праздник коневодов-табунщиков собрал наездников со всего Ленского района. Мы хозяева этого праздника, организаторы. Приехали с Артанахара. Здесь у нас участвуют 3 команды. 2 команды с Чамчи и 1 команда с Артанахара. Мы с Батамая, Салдыкельский наследник, участвуем 2-й раз. В прошлом году заняли 1-е, 2-е место, выиграли. Пропаганда за здоровый образ жизни, чтобы молодежь подтягивалась. Самый зрелищный этап конкурса – эстафета. Бег с седлом в руках, затем скачки верхом на коне с преодолением препятствий. Сертификат на 100 тысяч рублей и кубок победителя забрала команда из села Бичинча. В соревнованиях участвовали 6 команд, в каждой по 2 лошади. Но звездой дня остался Лаки. Его продали на аукционе за 78 тысяч рублей. Я бы шел еще дальше, но, увы, мне повезло, что остановились на 78. Лаки остается жить в Чамче, но у другого хозяина. Возможно, именно этот жеребец будет участвовать на следующий год на таких же соревнованиях и принесет команде 1-е место. Марина Крутихина, Алекс Асьин, телеканал «Алмазный край». К этой минуте у меня все. Помните о безопасности, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.